повод вспомнить о том, каким образом на этом огромном пространстве, которое сегодня называется Российской Федерацией, из века в век, из разных этносов, из разных культур, из разных народов слагалась одна огромная, мощная, единая российская нация. Такая многообразная и такая единая по духу. Владимир Владимирович Путин такое сравнение сделал, что много века стояли русские с вашей помощью, ваши ингуши Брестскую крепость отстояли с помощью русских. Это, вдумайтесь, что это значит, какое это сравнение. Я тебе честно даю слово, здесь невозможно было. Тут лежали, как трава почти, столько людей лежали. А победили все равно наши солдаты. Здесь, когда поставим двери, уже начнем делать работу внутри храма, штукатурку, шпаклевку. И, естественно, будем делать здесь теплые полы, потому что храм очень высокий, и тепло надо, чтобы шло от пола, и как раз на рост человека хватает тепла. Передняя часть храма – это есть алтарь. Перед алтарем устанавливается иконостас резной с иконами. То есть эта часть будет отделена от храма, это святая святых. Вот этому храму старый, который стоит, ему уже более 100 лет. То есть в течение века здесь храм не строился православно. Для нас, конечно, для всех православных это знаменательный момент, радостный момент. И за это, конечно же, благодарность очень большая президенту, который поддержал мою инициативу, который до сих пор беспокоится о каждых проблемах, какие есть в церкви. Помогает не только президент, помогают даже простые предприниматели. Приезжают и говорят: вот, батюшка, то, что мы хотим на святое дело, на храм Божий пожертвовать. То есть вот этот храм, он строится совместными усилиями, прихожанами, местными жителями, предпринимателями, администрацией, президентом. То есть все силы задействованы. Даже задействованы силы из Москвы, люди привозят пожертвования. Для нас, для всех, мне кажется, это пример всему Кавказу, как должны жить люди разных национальностей и разных вероисповеданий. Мы видим, что здание оно добротное, стены, как и издревле, очень широкие, в 3 кирпича. То есть стараемся строить так, чтобы это был как бы не просто храм, а еще и храм-памятник дружбы народов. Наверху мы вот можем видеть, здесь у нас клирос, люди будут петь, хор церковный. Сейчас ведется работа по подготовке установки куполов. Приедет владыка Ставропольский, Владикавказский Феофан, будет Мурат Магомедович Зязиков, приедут гости из Москвы. То есть это будет очень знаменательный и торжественный момент. На чужих плечах эта власть, она кажется таким широким балахоном, таким вот удобным для какого-то маневра, А вот когда ты сам оказываешься это очень неудобный такой узкий фрак, и надо думать, насколько тот или иной твой жест, твое слово, твой поступок, твое высказывание, оно поможет народу, насколько оно повредит народу, который не там за тобой стоит, а народ, который стоит рядом с тобой. Потому что кто-то говорит: я там за народ отвечаю, я там сказал так. Нет. Надо думать о том, что, еще раз я хочу вернуться к тому, что сказал, что ты один из них.
И ты должен прочувствовать то, что нужно. Где-то, может быть, даже не популярное решение принять. Где-то, вот, может быть, даже сиюминутно, которое не принесет пользы. Наоборот, тебя могут за это ругать. Но в конечном итоге, когда практически выход оказывается, это единственное правильное решение. Чествование великого ингушского зятя Кайсына Кулиева, которому посмертно вручили орден Ингушетии, главный орден Ингушетии, Мурат Магомедович вот своим указом и вручил внуку Кайсына Кулиева, тоже Кайсыну Кулиеву, в Москве, в главном зале. Здесь вот Магаз улица, кстати. Здесь мои друзья, мои родственники, близкие. Здесь Арчаков Адам Магомед Баширович, мы с ним в 1984 году в советской армии служили вместе. Кого только нету, с кем учился, с кем дружил, с кем служил. И также каждый из нас может сказать. Наши рода по 1000 лет, нашим родам. Древняя и вечно молодая Ингушетия в вашем лице, Мурат Магомедович, я призываю всех объединиться. Это сила, такой руководитель на юге России. Я искренне хочу сказать, Мурат Магомедович, 6000 человек в главном зале России, в Государственном Кремлевском дворце 3 ноября, это все заново для себя открыли Ингушетию. Полюбили народ Ингушетии. Вы от души по-настоящему, по-государственному поздравили наших деятелей культуры. Спасибо вам большое. Это ваш фильм. Я, честно говоря, испытал сегодня такие чувства. Мне было настолько гордо слышать, когда награждали сегодня наших врачей, работников культуры, искусства, журналистов, историков, учителей. И параллельно с ними не забыли. Назвали несколько имен людей, составляющих, в общем-то, гордость нашего народа, которых уже нет в живых. Там были среди них и революционеры, там были среди них и спортсмены, тот же Бердиулоев, которого сегодня посмертно, так сказать, наградили. Это, по сути дела, мы сегодня, может быть, если над этим задумаемся, мы сегодня проходим этап осознания себя. Себя как нации, себя как народа в рамках истории. Кто-то может там сказать, что вот как много награжденных, там чуть ли не группами целыми и так далее. Так это же не додали когда-то этим же людям награды. Что такое награда? Это не только медаль или орден, который ему вешают. Это признание его заслуг. И если власть признает эти заслуги за человеком, значит, она признает его своим гражданином, членом общества своего, как опора, на которой это государство зиждется. Сегодня среди награжденных был еще и мой товарищ, наш олимпийский чемпион Исраил Арсамаков. Он у нас один. И больше того, он вообще был первый среди войнахов олимпийский чемпион, по крайней мере, как мы начали в них участвовать. И вот сегодня власть официально признала его заслуги перед народом. Эту награду я, в общем-то, даже где-то так почувствовал, что она и моя. Его успехи, они мои. И если будет все, что мы в этой жизни видим, лучшее происходить с нами, с нашей республикой, это же нам только плюс. Мы должны жить красиво, мы должны жить умно, тем более, что мы можем так жить. Почти рекорд. Здравствуйте. Сегодня у нас, судя по наполнению зала, достаточно интересная пресс-конференция, встреча
Мурат Зязиков, президент Ингушетии. На Кавказе нет слабых народов, там, немужественных народов, плохих народов или как бы не понимающих народов. Все на Кавказе, на юге нашей страны, включая Донское, Терское, Кубанское казачество и Ингушетию, это очень достойные люди, и каждый мы у себя наводим порядок. Этим мы отличаемся от других регионов и от другой части света. Никогда в жизни, абсолютно, ни одна сила меня не заставит неконституционно поступить. Я в то же время не согласен с тем, кто там говорит, что там надо любым образом проводить мероприятия. Я категорически противник проведения каких-то там мероприятий в масках, без опознавательных знаков, затемненных стеклах. Это те же террористы получаются. То есть мы являемся пособниками террористам, если мы проводим таким образом работу. Затемненные машины заезжают. В лучшем случае у него впереди номер, сзади номера нет. А я спрашиваю, а что он? Я его приглашал или народ приглашал. Что эти люди делают, заезжают, для чего в республику? Естественно, мы с них будем спрашивать. Естественно, мы их не пускаем. Естественно, это ответная реакция. В республике площадку Республики Ингушетия для эксперимента сделать никому не позволю. А то, что вы спрашиваете, это будет, к сожалению, продолжаться до тех пор, пока те деньги, на это, которые брошены, они не кончатся. Потом будет опять, потом будет какая-нибудь новая технология, потом опять к нам вернутся, и потом опять начнется информационный терроризм по отношению к республике. Что касается поддержки регионов, прежде всего регионов юга России, то должен сказать, что она осуществляется в масштабах, которые гораздо больше, чем поддержка других регионов Российской Федерации. Фактически почти все эти регионы относятся по основным параметрам к депрессивным регионам. Самая главная задача там создание собственной экономики и собственных рабочих мест. Это в значительной степени будет зависеть от самих субъектов Российской Федерации на юге России. Нужно таким образом организовывать производство и свою экономическую жизнь, чтобы становиться более и более самодостаточными. Разумеется, без поддержки федерального центра решить эту задачу быстро и эффективно не удастся. Поэтому у нас есть соответствующие программы, есть определенные договоренности на уровне правительства с президентом Зязиковым, к которому я отношусь с большим уважением. И мы все это будем осуществлять, все это будет продолжаться. На этих архивных кинокадрах и старинных фотографиях запечатлены люди, которых мы привыкли называть цветом нации. Это лучшие сыны и дочери ингушского народа. Лучшие, самые достойные. Честь и совесть своего народа, его достояние и его история. Словом, ингуши. Большинство из этих славных людей, кроме эпохи, в которую они жили, объединяет еще одно обстоятельство. Они закончили свой земной путь и ушли в мир иной, безвременно и насильственной смертью. По наветам соратников из окружения, односельчан и даже родственников. Можно сколь угодно винить в их смерти власть, государство или режим. Можно клеймить тоталитарный строй,
и его идолов-вождей. Можно списывать ответственность на кого угодно. Но где тогда было то общество, которое называло себя народом, единым народом? Учит ли нас чему-нибудь наша история? Учит, но только тех, кто желает учиться, желает не повторять ошибок прошлого, кто не продает родину свою и предков за грошовые блага. Человек, говорят, сам является кузнецом своего счастья. Как несложно быть таким кузнецом. Нужно только одному сплотиться со вторым. И тогда к ним обязательно примкнет третий. Трудно ответить однозначно на этот вопрос. Очень трудно. Задумываясь над этим вопросом и часто ловишь себя, почему это происходит. Почему вот того мужества, открытости, взаимной поддержки, помощи, что было, нету. Я хотел бы, когда наши выбрали руководителя, будь он кто бы он ни был, поддержать ему, помочь ему во всем. Когда ты имеешь право голоса, голосуешь, выскажи, агитируй людей. Ну, раз выбрали, подчиняйся и помогай. Ингушское общество, как гражданская составляющая государства, еще только осознает свой потенциал. Люди присматриваются друг к другу не просто граждан, которые вот живут по-соседски друг с другом, а пытаются найти в своих друзьях, в своих товарищах, в своем окружении духовную, мощную силу, которая скажет: мы граждане Ингушетии, здесь жили наши предки, здесь живем мы, и здесь будут обязательно жить наши дети. Почему мы высоко оцениваем разного рода презентации Ингушетии, которые прошли в последнее время в Европарламенте, в Парламентской ассамблее Совета Европы, в Сенате Голландии? Потому что эти мероприятия крайне важны для того, чтобы открыть Ингушетию. И вслед за Ингушетией раскрыть глубокий внутренний многонациональный мир Российской Федерации. Когда они видели ингушский ансамбль песни и пляски, когда они получали информацию о том, что ингушские юноши и девушки становятся чемпионами мира, чемпионами Европы, что мальчишки и девчонки из Ингушетии овладевают самыми серьезными методологиями в интернете, у них, естественно, возникает вопрос. Нам все здесь говорят, в Ингушетии проблемы трудно, республика компьютеризируется, в республике строятся современные медицинские учреждения, республика создает рабочие места по вектору современных таких технологий. И, конечно, у них в сознании закрадывается сомнение, где-то что-то неладно. Нужно создать мощную пропагандистскую имиджевую структуру. Нужно не пожалеть бюджетных денег, может быть, какие-то спонсоры найдутся, с тем, чтобы показывать Ингушетию со всех сторон. Показывать в полноте, показывать в работе, в преодолении трудностей и сложностей, показывать исторический генезис, говорить, когда эта нация возникла, когда она вошла в состав Российской Федерации, объединила свои силы. И главное, показывать роль Ингушетии, пусть она небольшая на сегодня, она будет расширяться на международной арене. Знаете, перед моими глазами поездка с президентом Ингушетии в Иорданию в прошлом году, в июне прошлого года, и после встречи с королем Иордании мы поехали увидеться, поговорить с представителями вайнахской диаспоры. Зязикова воспринимали как глоток свежего воздуха. К нему подходили, старики молились, подходили, знакомили детей. Эта встреча была более 3 часов. Она растрогала ту и другую сторону. Они говорили, да, вот мы как бы находимся за границей, иорданская власть очень хорошо к нам относится, но душа-то у нас неспокойна, мы же все равно смотрим в сторону Кавказа.
Мы говорим и общаемся со своими родственниками. Мы переживаем то, что у вас происходит. Мы радуемся за ваши успехи. И я подумал тогда, как важно, чтобы власть и федеральная, и региональная как можно больше внимания уделяла вот этим нашим соотечественникам. Сегодня их насчитывается в мире 25 миллионов человек. Их надо объединять. Им надо помогать не забыть и родной свой язык, там, чеченский, ингушский, русскую культуру, чтобы они не забыли. Тогда это будут люди, которые, живя на территории другого зарубежного суверенного государства, будут нашими союзниками. Тот самый сложный период, вы помните, когда совсем недавно, после распада Советского Союза, когда образовался вакуум, и когда вот это, к сожалению, мы констатируем, что даже попытка бесового племени была взять верх, разрушить наш межконфессиональный мир. Вот разрушить ту нашу историю, те наши традиции, когда мы всегда отличались, что у нас тысячелетняя история, что мы самая большая наша сила в многонациональности, многоконфессиональности. И вот это самое главное, не оружие, не ракеты, а именно вот это согласие. И в тот период я помню, что вы поддержали и закон о реабилитации репрессированных народов. Мы все, не дожидаясь, чтобы кто-то со стороны нас упрекал, мы все осудили тот и тоталитарный режим, и те гонения по отношению к людям, и к отдельным личностям, и к религии. Вы поддержали тот период, когда восстанавливалась ингушская государственность. Мы вам очень благодарны. Но я хотел бы тоже, в свою очередь, сердечно поблагодарить вас за то, что вы вносите для межнационального, межрелигиозного мира в своей республике. Не так уже много сегодня русскоязычного осталось населения, но вы призываете возвращаться русскоязычных, чтобы поддерживался бы и дальше межнациональный и межрелигиозный мир. По поручению многонационального народа Ингушетии указ за выдающийся вклад в восстановление исторической справедливости по реабилитации ингушского народа и развитие его государственности, обеспечение прав и свобод человека, укрепление мира и согласия между народами, наградить орденом за заслуги Алексия II, патриарха Московской и всей Руси, ну и президента Ингушетии. Это с огромной радостью было воспринято в Ингушетии, и я с огромной радостью хочу вот эту миссию исполнить по поручению народа. Вот сама награда. Уважаемый Марат Магомедович, я сердечно благодарю вас за ту честь, которую вы удостаиваете меня. Считаю, что
во многом это и аванс. Потому что не так много я сделал для ингушского народа. Но в своей деятельности в очень нелегкий период для России за 15 лет своего патриаршего служения я всегда старался направить свои усилия на сохранение нравственного здоровья общества. Это наша общая задача межнационального согласия, межрелигиозного согласия, сотрудничества, взаимопонимания, чтобы преодолеть те негативные последствия, которые иногда провоцируются извне. Потому что наши народы, они на протяжении веков жили вместе и являли пример доброго согласия и сотрудничества. И вот это сотрудничество надо продолжать, и все мы в этом отношении должны служить и будем служить этим целям. В стране новый промысел Малгобек. Недра Малгобека таят в себе исключительные нефтяные богатства. Мурат Магомедович, ваш город Малайзек, да, стал кандидатом на почетное звание город воинской славы. Вот что это может значить для республики? По поводу Малгобека мы ждали исторически, предки ингушей, мои старшие, я могу сказать по своей семье, мы ждали этот день. 63 года мы ждали этот день. Это историческая справедливость восстановилась. То есть практически на Кавказе все вот продвижение фашистов восстановили именно Малгобек. Малгобек 14 раз из рук в руки переходил. И они рвались. Если бы они захватили бы Малгобек, фашисты, они бы пришли бы в Грозный, в Баку, и судьба бы, вы знаете, вот выражение образное, и Чуйкова, и Гречка. И в большой энциклопедии сказано. И Этуш наш, Владимир Абрамович, как раз был на заседании этого. Он защищал, будучи лейтенантом, сейчас он великий человек, он защищал тогда, будучи просто лейтенантом, Малгобекскую землю. И для нас это очень важно. И не потому, что там дополнительные инвестиции будут, не потому, что мы там, просто мы, вот как самое святое, вот, оберегали места захоронения. 120 тысяч человек погибло, защищая Малгобек. Город защищало не только взрослое население. Подростки, учащиеся старших классов, окрестных с Малгобеком сел, Пседах, Инарки, Сагапши, других, помогали солдатам, приносили им в окопы еду, информацию о передвижении фашистских подразделений. В историю малгобекских сражений навечно вписан подвиг местного школьника Володи Мордвинова, который погиб при переходе линии фронта, когда пробирался в расположение наших войск с ценными сведениями. Баширу Мамилу в те памятные дни было 13 лет, но война не пощадила и его. Я на тракторе прицепщиком стал, пахать надо, сеять надо. Вот нас в бригаде, я был в Седавской бригаде, прицепщиком, тракторист Белтою был со мной. И на тракторной мине наскочил, и меня вот это покалечили, а его убили сразу, он умер. Такое дело получилось у нас. Зязику затеял разговор. Вот дай Бог ему здоровья. И внимание обратил Путин Владимир Владимирович. Значит, заслуживаете. Здесь лежали трупы людей. Я тебе честно даю слово, здесь невозможно было. Тут лежали, как трава почти, столько людей лежали. А победили все равно наши солдаты. Шура, я пойду сейчас на радиостанцию.
Поговорю. Щуку ловить? Да. А мне рыбки дашь? Так. РК-6 Щука Васильянна. Дробь Павел, Ульяна 3, Галина Щука. Дауд, вы еще на чистоте? У 3 Галина Щука, РК-6 Щука Васильянна, дробь Павел. О, Петр Васильевич, добрый день, дорогой. Здравствуйте, Петр Васильевич. Рада вас слышать, дружище. Сколько мы ждали вас, Петр Васильевич. Дай Бог вам здоровья. У 3 Галина Щука, я Роман Киловатт 6, Щука Василий Антон. Как ваше драгоценное здоровье, дорогой Петр Васильевич? Я нахожусь на Терском хребте. Со вчерашнего дня жду вас и не мог никак дождаться. Вот наконец-то дождался, Петр Васильевич. От имени своих друзей, товарищей, которые там бывали, я просто перед вами, как говорится, могу на колени стать и благодарить вас за такую память. Меня это очень растрогало. Вот такая память всегда я очень тяжело переживаю. И радуюсь, что есть еще люди, которые по славу, как говорится, нашей армии, вот я как бывший красноармеец, это просто, я рад, что есть такие люди. Низкий поклон вашему президенту и всему окружению, кто это дело возрождает и продолжает память победную, как говорится, славу нашей Красной Армии. РК-6 Щука Васильянна, дробь Павел, у 3 Галина Щука на приеме. Уважаемые участники, протокол номер 1. Заседание счетной комиссии по определению результатов тайного голосования членов Российского организационного комитета Победы по рассмотрению ходатайств законодательных и представительных и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о присвоении почетного звания «Город воинской славы», представленных на рассмотрение 25-го заседания Российского организационного комитета Победы 18 сентября 2007 года. При вскрытии урн для тайного голосования голоса распределились следующим образом. Малгобек – 23. Он никогда не старался показать, что именно это он сделал, без рисовки, что это именно он сделал. Там не он. Он всегда старался отдавать для народа, для людей, чтобы наш народ возвысить, вот, чтобы он стал великим народом. Вот эта цель, такая мысль была. И поэтому он со своей стороны делал, я со своей стороны прославляю ингушей, как могу здесь тоже. И мы хотим вот этого добиться. Вот это у нас что-то есть общего. Помимо того, что у нас кровь общая и все остальное, но тем не менее у нас и помыслы. У него очень тяжелый, конечно, труд, очень непосильный. Я бы, наверное, не рискнул бы все-таки такую обузу на себя взять, отвечать за всех и все нести. И самое главное, еще бывают такие моменты, когда бывают популярные, но такие временные какие-то меры, которые можно сказать, о, какой хороший. Ну, он отсекает это взамен того, что есть
впереди большое стратегическое, общее благоденствие для народа. Мы танцуем одинаково и поем одинаково. Наши обычаи одинаковые. И воевали за свою землю, за свои горы одинаково. Вот результаты голосования показали. За наши города самое большое количество голосов отдали. Я рад за вас. Поздравляю вас. Теперь наши соседние города одинаково по статусу. Спасибо вам. Одним из первых городов воинской славы России стал город Малгобек. Я честно и откровенно говорю, что, конечно же, я голосовал и переживал за Ингушетию, за столицу Ингушетии по многим причинам. Я желаю жителям города и всей республики мирного неба над всеми нами, над всеми. Я желаю, чтобы та звезда удачи, которая всегда светит и греет нас, источала свет ровный, свет, который принесет уверенность в завтрашнем дне. Навсегда мы забудем такие понятия, как взрывы, теракты. Вот этого я хочу прежде всего пожелать всем жителям. И я хочу, чтобы знали в Ингушетии и помнили, что мы с вами, мы разделяем с вами и радость. Ну а если случилось какое-то горе, конечно же, мы вам сочувствуем и всегда готовы прийти на помощь. Вместе, только вместе мы сможем преодолеть те трудности, которые сегодня, увы, существуют. Удачи, успехов во всем и счастья прежде всего. По-настоящему корни нашего народа, они здесь. Мое глубокое убеждение, что культурная какая-то, в какой-то степени культурная деградация в народе всегда наступает с того периода, когда его лишают этих корней. Переселение в Турцию, в правоверную так называемую Турцию, куда переселяли представителей нашего народа, среди которых были еще исповедовавшие христианство в тот период, еще не принявшие ислам. А всякого рода иного экзекуции над народом устраиваемые. Переселение в 1944 году, так, выселение, что ли, в Казахстан, Киргизию и так далее, они не нанесли такого ущерба культуре народа, как переселение из этих гор, из этих мест в плоскость. А делалось это под разными предлогами, мы уж не будем сейчас это все приводить. Но устоявшийся какой-то уклад жизни таких тейпов с такими, которые умели жить, умели дружить, умели родниться, при переселении на плоскость их мешали. И заново приходилось утверждаться каждому над каждым. Вот там начался надлом в психике, в культуре. И с моментом, когда человек перестает
бывать в тех местах, где он вырос, где колыбель его народа. Как, в общем-то, и когда сын или дочь перестают посещать могилу своих родителей, отца или мать ли. В человеке происходит, в психике его, в культуре его происходит деградация. Я не хочу сказать, что сегодняшнее состояние ингушского народа плачевно. Но очень многие беды в нашей жизни существующие, они существуют потому, на мой взгляд, что вот от этих корней мы были оторваны. Мы были оторваны, но благо есть еще возможность возвращаться к этим корням, подышать этим воздухом, где-то насытиться этой атмосферой. Я не знаю, что там ждет, так сказать, меня ли, детей моих соотечественников. Но я очень хотел бы, чтобы мы никогда не наступил бы тот день, чтобы мы потеряли эту страну, вот эту страну гор. Есть великая нация, она называется горцы. Может быть, от того, что с детских лет дети знают три вещи. Самая красивая на свете женщина – это мама. Самый сильный мужчина – это папа. А видят они перед собой самое великое или величественное – это горы. И все три этих понятия дают изначальный толчок к тому, что мужчина рождается не малышом, не мальчиком, но мужчиной вообще. Я никогда не забуду, мне было немного лет. Я даже забыл, в каком этом городе это было. Я не помню, может быть, в Тбилиси, в Ереване, может, еще где-то. Мама обратила внимание, мне было лет 10. Мы шли по улице, и перед нами шла пожилая женщина. Группа молодых людей сидела на корточках и курила. И, повторяю, впереди шла вот эта пожилая женщина. Они все встали, спрятали сигареты за спину, подождали, пока она прошла мимо, и сели на корточки и стали курить дальше. Наверное, этому нельзя научить. Это впитано с молоком матери. Это высокое уважение к женщине, как к продолжательнице рода, но это уважение мужчины. В горах должно быть одно эхо. Одно. Это когда отец зовет сына или жених зовет невесту. Нельзя, чтобы в горах было эхо от выстрелов. В том, что я сказал, есть большое отражение в человеке, которого я уважаю. Президент Республики Ингушетия – горец. Он мужчина. То, что сегодня этот край представляет горец, в истинном смысле этого слова, мне, жителю равнины, приятно и для меня честь пожать ему руку. Дай вам Бог мира на вашей земле.
Вносятся грамоты о присвоении городам почетного звания «Город воинской славы». В 1612 году объединялись люди самых разных вероисповеданий и национальностей для того, чтобы спасти общую, единую родину – Россию. И пришли сюда, в Москву, освободили вот эти вот помещения исторические, Кремль освободили. А в 1941, мы с вами знаем это точно из истории, люди с Кавказа защищали Брестскую крепость. Русские люди защищали Кавказ. И всегда, когда мы объединяли свои усилия, мы побеждали. Грамота о присвоении городу Малгобеку почетного звания «Город воинской славы» вручается делегации Малгобека выносится государственный флаг России, знамя победы и знамя вооруженных сил России. Что вы сейчас чувствуете, когда вот вы держали и говорили? Я чувствую гордость. Я чувствую гордость, что я при этом присутствую еще. Это очень важно, потому что вот эта амплитуда между Малгобеком и сегодняшним днем, она несколько десятилетий. Вы говорили о завершении какого-то круга. Вот могли бы два слова об этом сказать? Что означает для вас вот этот момент? Это означает то, что Малгобек и Ингушетия для меня – это близкая, родная страна. Мы выучили целый курс в театральном училище Щукина. И сейчас это театр. А что касается круга, то этот круг для меня – это начало моей военной карьеры в 20 лет. Я был в Ингушетии, в Малгобеке, и сейчас в 85, извините, я присутствую на этом мероприятии в Кремле, где прославляется город воинской славы. Нельзя идти вперед, постоянно оглядываясь назад. Конечно, надо заглядывать в прошлое, в историческое наше прошлое. Оно очень доброе, самобытное, хотя и сложный период был для нас. Но действительно, мы должны смотреть вперед. И только вперед. Потому что если человек живет как бы проблемами прошлого, заслугами прошлого поколения, здесь созидательного пути не получается. Вы знаете, до меня была жизнь, при мне есть жизнь, и после меня будет жизнь. Но я говорю, что вот я хочу сделать вот это вот. Вот это я принял, я хочу сделать вот это. Вот что-то конкретное я хочу сделать, скажем, в течение 3 лет, что-то в течение 5 лет. И вот когда что-то то, что ты планируешь в течение, там, скажем, 5 лет, получается за 2 года, или наоборот, там, когда поменьше, еще времени проходит. Я думаю, что вот это самая большая такая хорошая динамика и самое большое богатство. Это как раз тот потенциал, который нам оставили наши предки. Добрые имена, красивые башни, самобытную культуру, уникальную. И то мужество,
ту стойкость, тот героизм, который они проявили в сложное для них историческое время. Очень много примеров. Это нужно сохранить, это нужно приумножить, на это надо опираться. Как хочется верить, что эти гордые и красивые люди, видя нас сегодня, радовались бы тому, как мы живем, как сохраняем все традиции, ими завещанные. Как хочется верить, что они наблюдают нас из своего далекого прошлого и радуются, что мы не потеряли себя и не растратили их ценности, что мы не разучились преодолевать трудности, что мы тверды в своих устремлениях и едины в своей жажде жить в добре и согласии, с самими собою в первую очередь, что мы твердо и ясно представляем себе, как живем сегодня и какую жизнь строим, и как хочется перед взором отцов и дедов иметь право, глядя им в глаза, произнести вслух: «Честь имеем». О Всевышний, прости нам грехи наши, прости грехи умершим и еще живущим. Дай нам сил выстоять и достойно пройти через все испытания, что Ты посылаешь нам. О Создатель, укрепи нас в желании и стремлении следовать Твоим наставлениям. Прости нас, детей своих. اللهم اغفر لحينا وزن ديال جيش ديلح قديم بولشان جيش ديلح وميتنا وزن ديال قبينشان جيش ديلح وشاهدنا وزن ديال قصا بولشان جيش ديلح وغائبنا وزن ديال قارح بولشان جيش ديلح وصغيرنا وزن ديال قزعميشان جيش ديلح وكبيرنا وزن ديال قبوقشان جيش ديلح وذكرنا وزن ديال معناها جيشتنا وأنسانا وزن ديال أقلناها جيشتنا اللهم وزن ديال من أحييته منا تخنقر أي حق الجوال وزن ديال فأحييه على الإسلام وزن ديال بصل ديال تحولش حق الله حس ومن توفيته منا وزن ديال تخنقر أي عقل وجوال حقيل دعوير زجوال فتوفه على الإيمان وزن ديال إيمان تحولش عقل بالله عز وجل اللهم اغفر لنا وزن ديال جيش ديال وارحمنا أخية بالله أنت مولانا خيال وقفة في الدنيا وفي الآخرة دنيا تحق قيمة دين تحق اللهم وزن ديال ألف بين قلوب المسلمين وزن ديال بوصل نير دقاش ديكي إربيزم قوت بيلح وزن ديال بوصل نخ شيل دوخ بيزر دالح اللهم وزن ديال
يا محول الحال أدمي حالش كنتج ولديل حول أحوالنا تخحال كوسلع بزن ديل إلى أحسن الحال خزادوش ديكادوش حالك اللهم اكشف عنا من البلايا ما لا يكشف أحد غيرك وزن ديال تون بولش بوش بالينا سوغتونا أيغماركا يخطوغ يشواتش بوا بال سوغتو يخطيخي وزن ديال بوصلنا خاتون بارغتو يلا وزن ديال اللهم وزن ديال آتنا في الدنيا حسنة وزن ديال دنيا نشعدك دالك وفي الآخرة قيمة دين نشعدك دالك وقنا عذاب النار وزن ديال جوجغة العاسبة لوردي الله وزن ديال اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وزن ديال أتون دنش حمنجح وزن ديال بركة صودك الله ورزقنا رزقا حلالا وزن ديال أيخ مجدو أتون رزق حانو نعمة حانو رزق اللهم ثبت أقدامنا على الحق وزن ديال قكوغش بقش حمن إحسوس دي الله وزن ديال بقش حمن إحليل دي الله بقحم حمد الله اللهم اصلح أمة محمد وزن ديال قوت وادي الله درك حي إلشن أمة وادي الله اللهم ارحم أمة محمد وزن ديال درك حي إلشن أمة أخية بي الله واجعلنا من أمة محمد وزن ديال تصيد الجوش محمد أمة تخدي الله وزن ديال والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ديال وزر سخبول جوا أخيتي ديال سلم واشل ديال إلشن إحخل ديال إلشن ديزلا ديال إلشن نوق وصوش إحخل